Александр, мне 27 лет, я из Архангельска. Коротко расскажи о себе, чем ты занимаешься. Значит, в данный момент я недавно приехал из Санкт-Петербурга в родной город Архангельск. Здесь сейчас я не работаю, отдыхаю, лайфую, кайфую, наслаждаюсь солнцем, провожу круто время с друзьями. Вот так вот. За счет чего ты живешь? Какая у тебя работа? Что тебе приносит деньги? Занимаюсь фрилансом, отправляю, комплектую бригады для работы на крайнем севере, на месторождение алмазном в городе Мизень, который близ Архангельска. Потихонечку суечу тут со спецтехникой, какие-то есть у меня объекты. В принципе, немножко хватает на жизнь, мне все нравится. То есть ты у нас такой алмазный биг босс. Yes, это я. Ну хорошо, но если не секрет, твой средний доход в месяц плюс-минус? Плюс-минус 50 тысяч. Рублей? Да. Что-то маловато для алмазного бизнеса. Для Архангельска это очень хорошо. Ну, занимаюсь не алмазами, то есть там строится, так скажем, завод, который по переработке алмазов. Соответственно, строить этот завод должны ребята. Этих ребят я ищу, укомплектовываю, даю им одежду, тапки, шмапки, и они едут туда и работают. Давай поговорим о девочках в твоей жизни. Ты указал в анкете там ряд симпатичных, красивых девушек. Как ты считаешь, почему они вообще ведутся на тебя? Почему? Ну, посмотри, какой я сам. Я ништяк вроде. Меня любят в Архангельске, а я люблю их. Не знаю, то есть мне нравятся спортивные девушки, соответственно, я общительный, быстро нахожу с ними общий язык. Слежу за собой, занимаюсь спортом, соответственно, оттуда они берутся. Красивые лапочки. Так. Давай поговорим о каждой твоей девушке в виде каких-то историй. Угу. Давайте. Вот расскажи, кого из перечисленных ты вообще любил? Или какие были у тебя серьезные отношения? Вот серьезные были там Леся Верба, есть такая девочка. Это были мои первые отношения. Мне было там 17 лет где-то. Только все начиналось. Я только начал познавать этот Архангельск с черной стороны. Клубы, там всякие наркотики, там что только не было. И, соответственно, у нас было все круто. Мы были вместе 4 года, но, наверное, после первого года наших отношений я начал изменять плотно и мощно. Начал просто хотеть всех девочек в округе. Ну, потому что я рос, и у меня все развивалось, и мне хотелось большего. Соответственно, через 4 года мы расстались. Отношения изжили себя, а потом, спустя где-то, наверное, месяца 4 у меня появляется Марина Марика, там такая тоже я указывал ссылку, номерочек. С этой девушкой у нас были прекрасные отношения, мы встречались 5 лет, было все круто, никаких измен, но надо было делать следующий шаг, мы его не сделали. Хотя планировали, и, соответственно, все пошло к нулю. Очень расстроен этим был когда-то. Вот, но главное, что после этого начались отношения, я там уехал в Питер, там были отношения, потом приехал сюда, здесь там еще тут девушки. Ясненько, ты указал в анкете, я понял. Начались несерьезные отношения, чисто так. Кто такая Кристина Репинчик в твоей жизни? Что она означала для тебя? Откуда она? Кристина Репинчик, ну это отдельная история, петербургская такая. Я увидел ее когда-то в инстаграм подписке архангельских девочек и думаю, блин, я ни разу не видел, откуда она. Решил ей написать. Оказывается, что она с Котласа, это Архангельская область как раз наша. Да, так заобщались. Она говорила, что не хотела со мной общаться, потому что я какой-то очередной там, блядь, как сказать-то, очередной парнишка, который хочет от нее там только секса и все такое. Но я был настойчив, и я ее выиграл. Мы начали с ней общаться в Питере. Все было здорово, все было классно. Иногда вспоминаю ее, грущу, улыбаюсь. Сколько ты с ней встречался? Ну, да, у нас были отношения. То есть, да, было круто. В Питере секс, гулянки. И все такое. Ну так а сколько ты с ней встречался? Месяц, 2 месяца, полгода? Нет, у нас получилось где-то примерно месяца 4-5 получается где-то. 4, скорее всего, да. 4 месяца где-то получилось. Как ты считаешь, кто был инициатором разрыва отношений? Почему у вас в итоге не сложилось?
Я уехал в Архангельск, я думаю, что инициатором стала она, ну не думаю, это стопудово, потому что, то есть, в принципе, я должен был приехать обратно, но мое пребывание здесь в Архангельске затягивалось. Я, соответственно, ходил здесь в клубы, туда-сюда, звонил ей, говорил, я там иду сейчас там в Паратов, я иду туда, туда-сюда. И один прекрасный момент она написал мне большое сообщение ВКонтакте, что Санчик, прости, но ты там где-то шляешься, я в Питере, ты в Архангельске, зачем все это? Давай больше не будем с тобой созваниваться. И все, я прочитал это и думаю, ну, раз так, да, так, что поделаешь. Так, хорошо. Ты там еще указывал девушку по имени Алина Шарипова. Что это за история? Да. Алиночка. Алиночка – это девочка, которая была у меня недавно. Такой интересный готический персонаж, такая училка. С ней я познакомился здесь, в Архангельске. Я ее видел давно, когда-то, когда еще встречался с Мариной, начинал. Смотрели как-то ее с хоккеистами, там обсуждали, что вот, прикольно, можно было бы с ней замутить. Но она пропала у нас с радаров, она, как выяснилось, живет в Новодвинске, это рядом с Архангельском город. Вот, ну, соответственно, я приехал, тут все началось, завертелось, познакомился с ней, сходили в кино, ну, все как обычно, банальность, начались какие-то отношения, и вот, но с этими отношениями пришли пилёж мозгов, и я этого не люблю. Кто пилил мозги, она или ты? Она, конечно, она, я-то что мне пилить? Ну, а вообще ты сам по себе такой дерзкий немножко, это нравится твоим девушкам? Да, конечно, прикольно, они любят. У меня хорошее чувство юмора, я постоянно что-то с ними смеюсь, шучу. Так. Вот, так что, не знаю, мое тело плюс, занимаюсь спортом, я думаю, это все на них влияет, и я их забираю. А почему ты ее назвал училкой? Потому что у нее на фотке очки есть? Ну, она такая вообще, она любит такие юбочки, ну, такие платьица, ну, такое, есть что-то в ней такое, вроде она как бы, ей всего 21, но она... Ну, она заумная, заучка, ботанка. Ну, как да она себя... чего? Какая там ботанка? Это просто обычная девочка с Новодвинска, работает на заводе. Че она? На заводе? Говорю, Алиночка, надо учиться, надо развиваться, работать надо. Ну, по фотографиям не видно, что она работает на заводе. Что? По фотографиям она не похожа на девушку, которая работает на заводе. Ну, понятно, она и не говорит это никому. Скрывает? Почему? Ей стыдно? Ну, да, я когда с ней знакомился, я говорю, скажи мне, где ты работаешь. Она мне назвала Архангельский фанерный завод, получается, АФЗ. Я думаю, что за АФЗ? Думаю, так ты объясни, говорю, что такое-то? Да нет, забей это. Но она такая, она девочка, она, главное, что у нее есть качество, которое я указывал в анкете, это умение посмеяться над собой. Она лепит с этого, как бы, что она работает, говорит, я жру Ролтон, я там прибухиваю, я там, ну, работаю на заводе, и это мне нравится, это круто. Но на самом деле, как бы, она немножко от этого страдает. Я пока с ней был вместе, пытался ее как-то выдернуть в город, чтобы она приехала в Архангельск, сняла там хату, устроить ее на работу. Но пока она там, и пока я здесь, так что, ну, наши пути немножко разошлись. Хорошо, то есть у вас были с ней конфликты, стычки, а какие у нее были? Не конфликты, но просто постоянно какое-то пилёж какой-то, блин. Ну а пилёж в направлении чего? Она ревновала или что? Где ты там, с кем ты, чего ты там, почему вот это там с вами? Потому что, ну, то есть у меня много друзей, я общаюсь, у меня много компаний, я не привязан к какой-то одной компании, да. В этой компании куча девочек. Есть девочки просто, вообще отдельная компания, там кто-то гоу-гоу танцует. Я с всеми общаюсь, где-то там поеду кататься на роликах, где-то мы на дачу поедем, где-то вечеринка какая-то. То есть общаюсь максимально. Я считаю, что отношения это в первую очередь свобода. А ограничения это уже какая-то, ну, что это такое? Ну, это не то. Я услышал. А если сравнивать Алину Шарипову и предыдущую, как там ее звали? Кристина Репинчик. Кто из них для тебя был таким более любимым или более близким? Я не знаю. Конечно же, Кристина, я думаю, она будет... Ну, в плане именно любимой, да, Кристина, потому что я приехал в Питер, и я там особо, ну, я был весь в работе, соответственно, время у меня там особого, чтобы ходить там девочек рассматривать не было, то есть я познакомился с Кристиной, проводил с ней время, ну, с ней были более такие, то есть, душевные отношения. Угу. Так, хорошо.
Алло. Да, я тебя услышал. Поехали дальше. Скажи, пожалуйста. Я вижу, у тебя есть автомобиль. Что за марка? Это автомобиль не мой, автомобиль моего друга. Свой автомобиль я продал перед поездкой в Питер в том году. У меня была Opel Astra GTC красная. Кстати, мы сейчас приехали вот забирать Porsche Cayenne старый. Денег должен человек, забираем его авто. Должен кому денег? Должен вот моему компаньону. А вы что, вы убиваете у людей машины? Нет, просто человек должен был за услуги спецтехники, так скажем, да, не оплатил услуги спецтехники, у него случился, так скажем, банкрот, и он отдает нам машину. Ясно. Мы думаем отправить в Крым, чтобы она работала там. Хорошо, скажи, пожалуйста, ты вообще веришь в любовь как такое понятие? Конечно, да, я 2 раза любил, это было со мной. Да, я верю. Так, веришь ли ты в гороскопы, в совместимости, в знаки зодиаков и так далее? Частично верю. Частично верю, даже иногда, когда с девушкой, если что-то такое более-менее возникает, и она меня прям заинтересует, да, я возьму, посмотрю обязательно гороскоп, почему нет. А кто ты по знаку зодиака? Я лев, по китайскому дракон. Так, ну львы, они, как правило, такие собственники. Да, согласен. И ревнивые. И влюбчивые, и непостоянные. Вот, непостоянные, это ключевое у львов. Я так понимаю, ты изменял своим девушкам в основном? В основном изменял первой девушке. Ну и вот последним, которые после Марины идут, вот это вот Таня Конева, там, я еще там не указал некоторых, потому что не было места. Место? Ну ты мне можешь их отдельно потом скинуть. Хорошо. Так, а когда ты можешь оцепениться, как ты считаешь? Слушай, ну ты вообще планируешь жениться, детей, или для тебя это не ключевое в жизни? Ну, мне кажется, это... То есть, я считаю так, что кто-то это ищет. Я считаю, что этого не надо искать, это придет. Согласен. Это как бы где-то искать, там, ждать чего-то. Я ко всему, к возрасту отношусь так же. Возраст это какое-то измерение. Я недавно сдавал кровь, пришел как донор сдавать кровь. Мне подошли и сказали: Александр, точнее, молодой человек, вам сколько лет-то? Я говорю, мне 27, и надо... я побритый был, как бы. Вот, и то есть дают мне 21, там, от 21 до 24. Понятно, а кровь ты сдавал с какой целью? Какая-то миссия была? Нет, я увидел в Инстаграме у девушки, что она сдавала кровь, и там такая смс-ка пришла, что у нас пошла чью-то жизнь. Я подумал, это же круто, прочитал, это полезно очень для здоровья, и я решил сдать, это первый раз в жизни у меня было. В принципе, ничего, мне понравилось. Дали денег еще. И накормили. Понятно. Коротко о хобби и увлечениях. Хобби и увлечения – это спорт. В основном это спорт. То есть занимаюсь спортом. Единоборство, йога, стритбол, футбол. То есть я на спорте. Слушай, а у тебя есть какой-то вообще страх? Вот главный твой страх в жизни какой? Фобия? Фобия? Наверное, как каждый человек, это неизвестность. А так, страхи, не знаю, у меня вроде полон хорошим духом, не падай духом, ушибешься, как говорится. Я понял. Давай поговорим о твоих грешках коротко. Было ли такое, что ты занимался сексом с 2-3 телками, или с мужчинами? Нет, я хочу попробовать, но не было ни разу с 2, с мужиками нет, я вообще отношусь к геям очень плохо, я не люблю эту движуху. Мне один раз тут сейчас пристал один гей, не то что пристал, написал мне в Фейсбуке, типа: Александр, там, чем занимаешься, у тебя такая интересная жизнь, смотрит фотографии, а он, я смотрю, занимается каким-то чаем там. Я говорю: слушай, братуха, а ты чаем занимаешься? Прикольно. Я люблю чай, реально, очень люблю чай, китайские чаи, все ништяк. В итоге он говорит: так давай встретимся, чайку-то попьем, типа кальян прикурим. Я говорю: кальян не курю, но чайку припью. Говорю: давай. Короче, зову друга, потому что думаю, мало ли там, а он какой-то там предприниматель, типа, Так. Да, там. Это в вашем городе было, в Архангельске? Да, в Смоукхаусе, короче, как его, кальянная. Я беру друга как раз со мной, компаньона. Он у меня очень заточен под коммерцию, такой как бы коммерсант. Я говорю: пойдем с ним поговорим. Приходим, там такой пузатенький, бородатенький чувак сидит. Начинаем беседовать, все нормально. Тут он мне сразу такой в конце беседы предлагает сходить в баню. Я такой: я тебя вроде не знаю, баня. Я там что-то в телефоне пошурил, говорю: слушай, Михаил, извини, не получится.
Он такой, ну вот, ладно, и начинает мне после этой, ну, когда мы его отвезли в эту баню, поехали по своим делам, он пишет, вот, Саш, там, мне так с тобой было интересно общаться, ты так необычно впишешь, никогда это парням не говорил, короче, начинает мне нести такую ересь, я говорю, братан, что он мне пишет? Потом как-то он мне... Короче, я так понял, что чувак хотел тебя развести на секс, не получилось. Что-то такое, да, он мне потом предлагал массаж, я говорю, какой нахуй массаж, ты о чем, друг, говорю, ну, что за дерьмо? Я с привокзалки, у меня с такого района, как бы, скажем, такой черный район Архангельска привоза, то есть мы этой херни не терпим, какие там нахер геи, это вообще пипец. Ясно, здесь все понятно. За загранпаспортом у тебя все в порядке? Конечно, все супер. Открытый, не просроченный? Открыт, не просрочен, свежий, красивый паспорт. Отлично. И в случае утверждения ты готов будешь заехать на проект, ну, например, с 8 чисел июля? Ну, да, конечно, конечно. Есть, как спасибо. скажете. Есть, спасибо.